Быть конструктором сейчас — это однозначно иметь место работы через 3-4 года, да, и место реализации. У меня стоял вопрос о поступлении. У меня был выбор поступать в Академию Жургенева, либо в технологический. И семья настояла на том, чтобы я выбрала технический вуз. Ну, в общем, потому что будет в руках специальность. Потому что просто рисование они не очень-то воспринимали. И по прошествии времени сейчас я понимаю, что это на самом деле это был хороший выбор. И так еще случилось, что мы были первым потоком факультета легкой промышленности в Алмате. И получилось так, что мы получили и технологию, и конструирование, и дизайн, все в одном. Потому что, в общем, там стоял вопрос, будут ли эти специальности оставаться или нет, и мы получали сразу все. И на момент учебы казалось, конечно, что это очень тяжело, очень сложно, потому что у всех на курсе 2 экзамена, а у нас 4, у всех там 3 зачета, а у нас 6. Вот. А сейчас, когда я уже работаю, я понимаю, что благодаря полученным знаниям я, в принципе, знаю весь процесс. Да? Я знаю дизайн, я знаю конструирование, я знаю технологию. И, конечно, мне это очень сильно помогает, особенно на производстве. И вот это понимание процесса изготовления, как оно строится, как все это вообще делается, то это, конечно, очень-очень большой плюс. Потому что видно только видимую часть айсберга. А все внутренние процессы, они не видны. И люди считывают красивую картинку, всем кажется на самом деле, что дизайнер — это тот, кто пьет шампанское в конце показа. Но сколько всего стоит за этим трудом, это не видно. И не видно работу конструктора, не видно работу технолога, не видно работу самого дизайнера, который должен знать все эти вещи для того, чтобы правильно создать это изделие. Вот. И люди считывают только красивую картинку. На самом деле, конечно, ни один дизайнер не может прожить без конструктора, без технолога. Конструктор, на самом деле, мне кажется, самая, как сказать, в этой тройке самая незаменимая профессия — это конструктор. Потому что конструктор априори знает и дизайн, и знает технологию. Технолог, допустим, без дизайнера, без конструктора никуда не уедет, так же, как дизайнер без конструктора и без технолога, да? А конструктор может спокойно сам себе жить. Вот, ну, скажем, если у него есть творческое начало, там и все остальное. И я хочу сказать, что сейчас вообще, в принципе, в стране дефицит инженерных профессий. Ну, вот так сложилось. Вот. И так как конструктор, технолог — это инженерные профессии, они очень востребованы. Но вы знаете, я не могу сказать, что не было возможности 10 лет назад или сейчас они появились. Да? Скажем, наверное, просто стало это более модно, больше ребят стали на это обращать внимание, и вообще, в принципе, интерес к местному стал больше. Да? А ателье есть возможность развиваться всегда. Мы восточная страна, и это в нашем ДНК прописано, да, всегда дарить друг другу какие-то отрезы, всегда шить, и поэтому ателье в индивидуальном пошиве, я считаю, будет на нашей территории жить еще долго и счастливо. Вот. А легкая промышленность в плане производства, ну, я думаю, что страна у нас молодая, и она в принципе никогда не была заточена на легкую промышленность, и сейчас это как возможность действительно для развития страны, и, ну, наверное, это и есть предпосылки для развития. И можно реализовываться и там, и здесь. Слоган нашей команды — это «Мы одеваем в счастье». И это и есть главный драйвер. Потому что именно то, какой счастливой себя чувствует женщина, выходя от нас, это и дарит самые главные эмоции, это то, зачем ты идешь. Да? Потому что, ну, для чего ты делаешь одежду? Ты ее делаешь не то, что для чего-то, ты ее делаешь для кого-то. А кто, ну, как бы конечный потребитель, и что он должен ощущать, когда
берет эту вещь. Мы ведь на самом деле работаем и продаем эмоции, а не просто вещи. Поэтому это и есть главный драйвер. Ну, вы знаете, я хочу отметить, что на самом деле у меня был достаточно большой перерыв в посещении университета, и университет поменялся кардинально. Скажем, осталось, наверное, старым только адрес и здание, потому что очень хорошее техническое оснащение. Ну, шикарное техническое оснащение, я бы так сказала. Потому что я, допустим, даже не во всех европейских вузах видела те возможности, которые дает сейчас университет. Это и все машины, аппараты, это и самое главное, я думаю, что это видение руководства, которое приглашает практиков из отрасли для того, чтобы студенты могли развиваться. И, наверное, моим самым главным пожеланием студентам после того, как я с ними пообщалась, я бы хотела им пожелать раскрывать свои границы, расти, смотреть больше, видеть больше, воплощать свои мечты. Ты этим вдохновляешься, ты этим питаешься, и ты это через свою призму воссоздаешь. Вот. Важно смотреть выставки, смотреть какие-то мировые новые новости, показы, вообще искусство в целом, не только моду. Это и фильмы, это и живопись, это и скульптура, это в принципе экономика вообще, потому что экономика, она очень влияет на нашу сферу, да, и быть в курсе вообще мировых каких-то тенденций и событий. Это именно то, что будет раскрывать вообще границы, расширять сознание, скажем так, да. Это то, что ты можешь потом транслировать в своем творчестве. Ну, скажем, я закончила в 95-м году, и когда в этот раз я приехала, у меня прям рефлекс в институте был о том, что так, до какого этажа я сейчас доеду, потому что лифт всегда работал на какие-то определенные этажи, и его выключали в начале пары. Если ты опоздал на минуту, ты идешь до кафедры на 13 этаже пешочком. Вот, и я, ну сколько я там уже не была, да, но рефлекс остался. Я пришла и такая, думаю, так, я иду пешком или я еду на лифте. Ну, скажем, это смешно, но настолько оно закрепилось. На самом деле сама, вот, но сейчас остро встал вопрос о том, что это должна быть какая-то группа, потому что, ну, прямо вот, у нас сейчас идет несколько направлений, идет корпоративная одежда, ателье, коллекции. Сейчас прямо остро стоит вопрос о ком-то, кто мог бы помогать. В то время столько возможностей не было. И в первую очередь я, конечно, открыла ателье. И коллекции я не делала до того момента, скажем, когда Казахстан и вообще Алмата готовы были покупать казахстанское, скажем. Какие-то свои амбиции, еще что-то я удовлетворяла в индивидуальном пошиве, потому что все-таки для меня это не просто творчество, но еще и бизнес. И как я там уже на лекции говорила, фэшн – это такой бизнес, вообще такая среда, где творчество и бизнес должны идти рядышком. Вот если больше будет творчества, то когда-то оно станет убыточным. Если будет больше бизнеса, оно станет неинтересным. И это должен быть очень хороший баланс. Вот. Только в этом случае это будет видно, это будет покупаться, это будет интересно, это будет жить. Потому что наше творчество должно обязательно найти своего потребителя и желательно в этом сезоне. Потому что на следующий сезон уже это никому не интересно. И пропадает тогда смысл вообще это делать. Если мы говорим именно о готовой одежде, о прет-а-порте и еще о чем-то. Конечно, если это как вариант искусства, это может быть. Но, скажем, как вариант бизнеса, оно должно всегда идти в балансе. На самом деле ателье – это же индивидуальный пошив. Мы шьем и на годик, и на опашку. И в ателье, скажем, самое важное, что у нас действительно могут шиться 4 поколения. Драйвером всегда выступает, конечно, мама, которая ведет свою маму и свою дочку. А потом у дочки появляется своя дочка. И вот у нас есть семьи, которые шьются 4 поколениями. Это классно, и я благодарю всегда своих клиентов за доверие. Но я хочу сказать, что индивидуальный пошив все-таки это, уже такой осознанный выбор. И почему драйвером выступает мама, это чаще всего 25+, потому что она уже созрела для этого, да, потому что у нее есть возможность.
и она уже из любви ведет там маму и дочку. Вот, поэтому, скажем, наверное, все-таки целевая аудитория есть определенная, да. Вот. А что касается бренда, то там целевая аудитория 25+, потому что мы работаем тоже в определенном сегменте. Это уже, ну, скажем, молодая женщина, девушка, которая осознает, что она хочет, как она хочет, и она может это себе позволить. Вот. Конечно, у нас есть покупатели и моложе, и старше, ну, скажем, вот основная целевая аудитория такая.